Добрый день, уважаемые коллеги! Рада вас приветствовать из далекого Оренбуржья. Наша школа, Новосергиевская средняя школа номер 3 имени генерала Елагина, находится в Новосергиевке, сельском поселении одного из динамично развивающихся районов Оренбургской области. Школа была образована в 1907 году как одноклассное училище для детей-железнодорожников Ташкентской железной дороги. В 2017 году к 110-летию нашей школе было присвоено имя выпускника 1941 года, генерал-майора Главного разведывательного управления, лауреата Государственной премии СССР, кандидата военных наук Алексея Илларионовича Елагина, чем мы очень гордимся. Мы называем себя школой перемен, потому что не только внедряем инновации, вводимые сверху, но и часто являемся сами инициаторами этих изменений как в школе, так и в местном сообществе. Наша школа более 10 лет работает в концепции общественно-активной школы. С 2016 года мы реализуем программу развития «Общественно-активная школа. Вместе в успешное завтра». Мы апробируем российскую модель общественно-активной школы, система деятельности которой включает в себя демократизацию школы, развитие добровольческого движения и формирование системы социального партнерства. В нашей работе мы используем командно-проектный подход, и в процесс принятия решений вовлекаются и ученики, и учителя, и родители, и сообщество, в том числе наши многочисленные партнеры. Реализация этой стратегии общественно-активной школы позволила нам, сельской школе, стать точкой возникновения гражданских, культурных, добровольческих инициатив, ресурсным центром микрорайона, поселка, района и области. Мы считаем, что современные выпускники школы, в том числе сельской, должны быть хорошо социализированы. Этому способствуют социальные пробы и проекты, профильные и профессиональные практики. Обязательными элементами ИПМ, индивидуальных профильных маршрутов учащихся 10-11 классов, являются профессиональные пробы, позволяющие сделать успешный профессиональный выбор. А примерами социальных практик являются волонтерские движения. И как вы видите, у нас действуют 4 отряда разной направленности. В 2019 году наш новый отряд культурно-событийных волонтеров выиграл конкурс «Добро не уходит на каникулы». И сейчас мы реализуем свой социальный проект «Дорогою добра». Школа носит статус опорной, является площадками различных уровней, активно сотрудничает с многочисленными партнерами. С 2014 года партнерство нашей школы с организаторами-донорами, властью и жителями позволило нам воплотить в жизнь 15 социальных проектов, в том числе 9 грантовых проектов на общую сумму более 3 миллионов рублей. За это время нам удалось изменить 8 школьных пространств, сплотить школьный коллектив, наполнить нашу внеурочную деятельность новыми смыслами и, конечно же, создать условия для вовлечения каждого ребенка в активную, позитивную, полезную, личностную и общественно значимую деятельность. Но расскажу о некоторых интересных наших проектах. В 2016 году школой был реализован социальный проект «Новый формат». Был создан Центр семейного образования. Его открытие стало долгожданным событием для жителей Новосергиевки, которых помогать своим детям осваивать новые образовательные программы и практики. В 2017 году в рамках проекта «Техносила» была создана лаборатория технического моделирования. Она располагается в кабинете физики. Здесь происходит формирование технического мышления и изобретательских навыков школьников и дошкольников нашего поселка. С 2017 года в школе реализуется проект «Бум-3». Создано оснащенное современным оборудованием и креативно обустроенное пространство информационно-библиотечного центра «Сфера» с 3 информационными зонами: «Моя школа», «Моя семья», «Мой край». Основным нововведением стала определяющая роль информационно-библиотечного центра в накоплении и совместном с социумом создании ресурсов, доступ к которым открыт местному сообществу и нашим сетевым партнерам. В 2018 году появилось школьное телевидение.
Студийцы выпускают телепередачи и телепроекты, транслируют их на переменах в инфозонах, на родительских собраниях, размещают для жителей поселка и наших выпускников, которые находятся далеко от нашей школы, от нашего поселка, на школьном канале YouTube и в социальных сетях. И самыми популярными являются «Взгляд с третьей парты», новый формат, «Школа перемен», 5 минут с интересными людьми. В 2019 году школьный музей «Истоки» устроил перезагрузку и стал интерактивным и открытым. В музее оформлены новые демонстрационные зоны, разработаны новые виртуальные выставки, электронные экскурсии, работают открытые мобильные площадки и работает теперь сайт музея с виртуальным демонстрационным залом. Наша школа не только сама активно разрабатывает и реализует социальные проекты, мы также являемся еще и партнерами в других социальных проектах и сообществах. Мы активно поддерживаем инициативы местных жителей и для обучения их основам проектной деятельности открыли лабораторию социального развития. Наша школа информационно открыта для социума. Мы используем различные формы публичной отчетности. Дни открытых дверей, творческие отчеты, группы в социальных сетях, телеканал, публичные доклады, выставки, публикации в СМИ. Все это делает школу медийно узнаваемой, создает атмосферу доверия и интереса вокруг самой школы и наших инициатив. Мы не боимся мечтать, видим перспективы роста, много учимся и работаем, открыты людям и новому. Наша команда – команда разнодумающих единомышленников. 112 лет школьной истории, особый школьный уклад, традиции, инновации, обновленная инфраструктура и устремление вперед, в будущее делают нас точкой роста района и системы образования. Мечты сбываются. Сбываются тогда, когда сильное желание превращает их в конкретные действия. Это наш девиз. Мы уверены, что еще многие хорошие начинания нашей школы воплотятся в жизнь, а мечты сбудутся. Спасибо за внимание.